На этой неделе в Коми открыли сразу 2 новые фермы в Усть-Кулумском районе. Реализовать масштабные проекты удалось с помощью государственной поддержки. Благодаря упорству аграриев в сложных климатических и экономических условиях на нашем столе богатый выбор местной свежей продукции. О достижениях через трудности материал Ольги Коняевой. Открытие новой фермы для села всегда большой праздник. Хозяйство в Майолдино – единственное сельхозпредприятие на несколько поселений. Местная продукция всегда на столах сельчан. Мясо покупают предприятия общественного питания и потребительский кооператив. Молоко сдают на Усть-Кулумский завод. Год назад аграрий выиграл региональный грант на развитие семейной фермы. Помещение на 50 голов по-новому для региона проекту готово. Это первая бескаркасная арочная ферма в республике. Вначале был небольшой хлев возле дома на 3 коровы. Через несколько лет построили коровник уже на 12 буренок. Но стало тесно. И вот отдел по развитию сельского хозяйства района предложил написать заявку на грант. Выиграли его. И вот за год построили новую ферму. Радости в поселке Тимшер. Новый животноводческий комплекс на 50 буренок. Молоко аграрий планирует перерабатывать здесь же. Оборудование закупит через программу «Народный бюджет». Николай Паршуков в сельском хозяйстве с 2015 года. Кроме коров на ферме кролики, индюшки и куры. Свежим молоком, яйцами и мясом ферма снабжает жителей Тимшера и Лопьювада. Пробовал просто себя и во всех сферах деятельности, и там пробовал. Вот решил почему-то остановиться на этом. И в городе пробовал жить, тоже не получилось. Вернулся на родину. А чем заниматься в деревне? Только вот либо с лесным хозяйством, либо сельским хозяйством. Лесное хозяйство тут хватает, а сельского хозяйства, как говорится, уже давно не было, с 90-х годов. На строительство каждой фермы по 20 миллионов рублей. Грант от Минсельхоза покрыл 60% стоимости объекта. Остальное – софинансирование. Размер субсидий в ближайшее время регион намерен пересмотреть. Сейчас республика пересматривает этот процент, чтобы выровнять размер бюджетных инвестиций на уровне с строительством крупных ферм с 60 до 70. Я знаю, что фермеры ждут этого решения, потому что для них это будут более доступные варианты. До конца года новая ферма откроется еще в Выжимской деревне Ластка. 4 инвестпроекта по животноводчеству в плане на следующие 2 года. У нас уже есть 2 еще проекта выигранных. Это в селе Носим. В этом году начинается строительство фермы на 30 голов крупного рогатого скота. И фермер Тарабукина Елена Евгеньевна Ульянова, она ранее построила тоже по грантовой поддержке ферму. Сейчас она выиграла конкурс на строительство телятника. Без трудностей в северном сельском хозяйстве не обходится, но фермеры чувствуют, что нужны. Поддержка государства – надежное плечо. Предприятие «Агроресурс» Всесельского района благодаря реализации инвестпроектов сегодня крепко стоит на ногах. Десятки лидеров в регионе по молоку. Урожай картофеля богатый – 250 тонн с гектара. Уже в этом году начинают строительство кормоцеха. Сбалансирование питания буренок – это и качество, и количество ценного продукта на выходе. Пока предприятие располагается в Чухлами, но в планах расширяться. Возродить молочное производство в когда-то передовых хозяйствах в селе Пашга, в здании бывшего совхоза, и в Пойолдино. Там будет 240 голов стада. Уже на сегодняшний день заключен договор подряда. Строители уже приехали, начали демонтаж. Да, там имеется бетонное здание фермы. И мы его отремонтируем. То есть небольшой ремонт займет у нас. И в основном это модернизация. Это оснащение фермы всем современным животноводческим оборудованием, в том числе роботами. В Чухлами уже 2 робота-дойера стоит. Последующие 2 это у нас в Пойолдино. Следующий проект у нас опять же переходим в Чухлам. И в планах еще, конечно, возобновить производство в Пашге. То есть цели у нас большие, чтобы не промахнуться. Будем надеяться, что у нас все получится. В регионе еще вырос средний показатель удоя на 1 корову – 4000 литров в год, но можем как минимум в 2 раза больше – 8300. Такой небывалый для Коми результат у межаторского хозяйства. На предприятии 1100 голов. 10% всего ценного сырья в Коми производят именно здесь. Внедрили уникальную для севера технологию, выращивают пшеницу и ячмень как питательную добавку в корма буренок. Научный подход, кропотливый труд, любовь к своему делу – вот секрет успеха. Все 20 лет работы, отмечает руководитель предприятия Татьяна Костылева, не хватает квалифицированных кадров. Хотя и зарплата в хозяйстве более чем достойная. В отрасли в целом недостаток специалистов – примерно 180 человек.
каждый член нашего коллектива, он просеян вот как алмаз. Допустим, приходит человек 20, один из них остается, он выдерживает наши требования, наши условия труда, наши требования к работе, интенсивность труда, производительность труда ведь у нас тоже очень высокая. Мы уступаем только Зеленецкой птицефабрике, больше никому. То есть у нас каждый человек производит больше 3 миллионов рублей в год. Помощь нашим аграриям в сложных экономических условиях растет. В этом году более 1 400 000 000 рублей. В первый же год новой федеральной поддержки на развитие агротуризма из 5 десятков участников выиграли 2 наших проекта. Ижемская молочная ферма «Зеленый луг» грант 5 миллионов потратит на агротуры с посещением фермы. Будут кемпинги, сплав по реке, знакомства с традициями, а в итоге ждут увеличения спроса на продукцию и расширения производства. Очень интересно, есть малые проекты, значит, будем возить их и в Заречье, и в Припечорье, да, если понятно, да. Значит, в Диюре у нас большое хозяйство, у нас гостиница, у нас большое кафе, уже все подготовлено для этого, чтобы принимать людей, да. Ну, ферма, да, они будут, очень интересные чумы, у нас ведь это все развито, в оленевод будут ездить, маршрут очень интересный. В производстве мясной, молочной, овощной, хлебной продукции и напитков в регионе высококонкурентная среда. Крупных перерабатывающих предприятий 8. Флагман отрасли птицефабрика «Зеленецкая» 100 миллионов яиц, 20 тысяч тонн мяса птицы, 8,5 тысяч тонн свинины в год. В этом году предприятие запустило в работу стратегический объект – собственный комбикормовый завод. Строительство велось с 2015 года за счет собственных средств. Это порядка 2 миллиардов рублей. Оборудование полностью отечественное. Биологическая безопасность обеспечивается. То есть на этом заводе корма проходит термическую обработку, и они уже потом безопасны для животных. И это первое. Второе, убрали человеческий фактор здесь. То есть на компьютере дается программа, что именно какой корм сделать, по составу все. И это все отрабатывается и выдается тот корм, который задали. Это уже человеческий фактор где-то отсутствует. Ну и при этом комбикормовом заводе элеватор. Он почти на 80 тысяч тонн. Это объем зерновых, который нам хватит на 1,5 года. Вот такие. То есть сейчас уборочная идет, и мы активно закупаем зерно. Завершена реконструкция цеха глубокой переработки. В 3 раза увеличили площадь, открыли участок мясных консервов. Впереди расширение ассортимента сырокопченой и сыровяленой продукции. Переработка для предприятия – это основа экономики. Производство мяса и яйца, по сути, убыточное, но за счет создания добавочной стоимости продукции плюс своей торговли работа приносит прибыль. Поэтому и развивается предприятие на свои средства. Сейчас Зеленецкая реконструирует помещение, взятой под свое крыло Сыктывкарской птицефабрики. Процесс затормозили санкционные ограничения. Проплатили за оборудование итальянское. И под вопросом, то ли получится привезти, то ли не получится привезти. Под вопросом. Правда, кое-что нам поступает. Там по микроклимату, в частности. Зеленецкая – самая северная птицефабрика. Мурманская и Архангельская не выдержали конкуренции, закрылись. Наши коми-аграрии, управленцы, специалисты, рабочие все вместе добиваются рекордных показателей в разных направлениях. На крупных и малых сельхозпредприятиях сегодня трудится больше 6 тысяч человек. В сложной экономической обстановке их профессионализм особенно важен в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны.